Автором и исследователем каталога орнаментов гагаузских ковров является директор Дома культуры села Гайдары Анна Киося. Она систематизировала и подробно описала традиционные орнаменты гагаузских ковров, уделив особое внимание их символике, особенностям композиции и историческому значению. Каталог включает в себя орнаменты ковров, а также различных домотканных изделий. В каталоге есть изображения как ковров, так и отдельно элементы орнаментов представлены. Немного теоретической части, где мы раскрываем тему орнаментов, их градацию. Потом есть немного об истории возникновения некоторых орнаментов. Уникальность каталога в том, что здесь собраны непосредственно орнаменты всех домотканных изделий, как ковров, так и ястыков, которые тоже ткались вручную на станках. Здесь в этом каталоге собраны как старинные орнаменты гагаузских ковров, так и уже современные, которые мы, скажем так, для нас более привычны для нашего взгляда. Орнаменты взяты из музеев и частных коллекций Гагаузии. Есть много экземпляров, которые представлены в единичном варианте, и много типичных, которые люди привыкли видеть на коврах, подчеркивает автор проекта. Материал для этого каталога мы собирали буквально со всей нашей Гагаузии. Мы были практически во всех музеях и в селах, где мы знали, что там есть много ковров. Для народов Бессарабии и, в частности, для гагаузов, ковроделие – это не просто предмет быта. Это живая память нашего народа, отраженная в цветовой гамме и орнаментах, пишет автор в предисловии каталога. Издание направлено на сохранение и популяризацию культурного наследия гагаузского народа, а также может служить ценным материалом для исследователей, мастеров декоративно-прикладного искусства и всех, кто интересуется народными традициями. Каталог охватывает старинные гагаузские орнаменты XIX-XX века, геометрические, растительные, анималистические и антропоморфные. Очень много материала, который оно даст нашим детям, нашему будущему, чтобы не забывали производство ковроткачества, потому что это ручная работа, тяжелая. С каждым днем все меньше и меньше желающих, потому что это труд адский. Партнерство в экспедициях и совместное исследование орнаментов гагаузских ковров стало этапом научной поисковой работы автора. Эту работу она осуществила совместно с директором историко-краеведческого музея села Гайдары Аллой Капсамон. Возможность увидеть, в каком селе какие ковры есть, какие узоры употребляются там. Вот в Вулканежском музее мы были, там в основном ковры, мне кажется, молдавского производства, потому что они вот более узкие, более рисунки другие, розы, оттенки другие. Кажется, что они сотканы на разбой, не на наших станках, как обычно. Умение ткать передавалось в семьях по женской линии из поколения в поколение, поэтому девочек с юных лет непременно обучали ткацкому ремеслу, воспитывая в них трудолюбие, терпение и усидчивость, подчеркивают известные в селе Гайдары ткачихи Ирина и Валентина. Уже 9-10 класс. Уже ткали розы, большие ковры, приданные с подружками как бы собрались. Сначала у меня, потом у нее ткали. Очень много ковров я больших тоже ткала. В моем детстве были розы, полевые цветы, маленькие, большие, без разницы какие, но они были очень красивые, в ярких, сочных цветах. А сейчас мы стараемся восстановить старинные узоры. Берем с большого ковра кусок орнамента и восстанавливаем на наши сувенирные маленькие. Каждый элемент отдельно стараемся. И оттуда и начали. Анна Александровна говорит, давай начнем восстанавливать. Я говорю, давай, без проблем. И вот мы начали поднимать эти старинные узоры и с ними работать. Презентация каталога стала еще одним шагом в деле сохранения национальной культуры. Светлана Димитрогла, Сергей Георгиев, Алексей Герчу. Новости ГРТ.